На всеобщих местных выборах, которые прошли год назад, примаром города Чедерлунга стал Анатолий Топал. В прошлом депутат Народного собрания Гагаузии и заместитель командира военного центра АТО Гагаузия. О том, с какими проблемами столкнулся новоизбранный градоначальник, в интервью нашей съемочной группе рассказал Анатолий Афанасьевич. Я не люблю, но, к сожалению, могу констатировать, что у меня складывается впечатление, что последние 20 лет в городе руководство, кроме как продажи земель, ничем не занимался, и состояние в целом городского хозяйства по всем направлениям фактически катастрофические. Везде нужно принимать какие-то экстренные, радикальные даже меры. К сожалению, мы не получили ни одного проекта, который бы нам надо было просто окончить. Поэтому мы разработали конкретный план по всем направлениям. Будем начинать с самых острых вопросов, которые надо решать в городе, и постепенно идти к решению хотя бы основных злободневных проблем, которые в городе есть. Конечно, население ожидает, что полгода-год, и вот пришел новый примар, все изменится. Население в городе Чедерлунга действительно на новоизбранного градоначальника возлагает большие надежды. Опрошенные нами люди удовлетворены изменениями, что происходят в городе после избрания нового примара за этот год. Конечно же, есть и такие, которые ожидают больших результатов. Чем предыдущий примар? Чем это выражается? Дороги, все чистые, все нормальное. Положительно работает, и все. Да. Пока мы довольны им. Никак пока не оцениваю, пока еще не могу сказать. Молодец, взялся за город, порядок наводит. Люди довольны, по крайней мере, люди довольны примаром. Положительно. Немножко раскройте. Я не знаю. Нет, я бы сказала, что Да. пока работа видна, но хотелось бы увидеть в городе больше порядка, чистоты именно. Как бы на улицах центральной, да, все хорошо, красиво, приятно пройтись, но улицы, которые чуть дальше, они пока не в порядке. И вывоз мусора, естественно, парк просто захламлен, как бы там все летает, я не знаю, это, наверное, самые важные вопросы в нашем городе. И еще беспокоит вопрос вырубки парка. Я прошлась по нему, я просто была в шоке, мне прям было жалко. Я не знаю, может быть, это такая саночистка, как у нас это называют, но по мне это было кощунственно, там выглядит парк наш. Вот такой вопрос к примару. Чистота и порядок в городе – это одна из самых злободневных проблем, что существует в городе, и которую в первую очередь необходимо решать, отметил примар Чедерлунги. Однако много и положительных моментов удалось решить новому градоначальнику за свой небольшой срок деятельности в социальной сфере. Например, выдачи малоимущим хлеб, как это делается в Камрате. В этом году заложить также первый раз 150 тысяч лей на выдачу социального хлеба для малоимущих. Мы уже начали выдавать хлеб. Первый у нас не было этих статей расхода. Это была и моей предвыборной кампании. Нам это удалось. Мы переняли опыт частично, как это проходит в Камрате. Кое-что мы в процессе уже выдачи начали менять, но в целом процесс пошел. Первый, если не ошибаюсь, 70 человек у нас хлеб начали получать. Это категория в основном одинокие пенсионеры, многодетные семьи. И какая тенденция? Есть одинокие пенсионеры, которые отказываются. Говорят, у меня достаточно, мне хватает, вы помогаете моим соседям. То есть без лишних проволочек мы оперативно собираем документы. Единственная была задержка с том, что с начала года вот эта бюджетная система пока заработала. В этом году новую по линии казначейства, но процесс мы уже запустили. Градоначальник Чедерлунги также сообщил, что на протяжении его деятельности хорошая работа ведется по грантовой линии. Им удалось реализовать около 28 проектов на сумму более 6 миллионов леев. Также удалось построить в детских садах 3 новые котельные, что дало возможность сэкономить на отоплении и поддерживать нужную температуру в помещениях детских садов. При этом господин Топал подчеркнул, что положительные результаты – это плод слаженной работы примарии, городского совета, райсовета и исполкома Гагаузии.